в 2007 году была изнасилована и убита бабушка в местечке Емболь. Труп обнаружили 13 мая. 14 июня задержали всех малолеток с детского дома и 2 взрослых граждан. Товарища Лебедева, которому 56 лет было, и моего сына Максимова Игоря, 71-го года рождения. Не знаю, что, но взяли его, конечно, с моей квартиры. Пришло 3 человек. Сказали, я говорю, почему вы его забираете? Они якобы сказали, с каким-то телефоном что-то связано у них. Это было в пятницу. Я ждала его, ждала, не дождалась. В воскресенье утром, часов в 11 он приходит. Я говорю, в чем дело? За что ты был задержан? Он сказал мне, что мам, говорит, там какую-то бабулю, говорит, изнасиловали и убили. И еще черенок от лопаты, мол. Ну, якобы был в ней. Я говорю, и что? А вот, говорит, налили, говорит, стакан водки, извинились, стакан водки налили, дали на дорогу, и все. И меня отпустили. Стал он раздеваться, мыться, в ванну идти. Я смотрю, на левой стороне у него полосы. Я говорю, Игорь, в чем это дело? Что такое? На что он отвечает мне, да, это ерунда, мам. Я говорю, как это ерунда? Это не ерунда, говорю. Давай, говорю, иди это самое. На метасвидетельствование. Он отказался. Да, не надо, говорит, мам, зачем, говорит. Я это говорю, не шути ты с этим делом, говорю. Иначе, говорю, не дай бог, что это самое, и ничем ты не докажешь. Ну и прошло все, целое лето он работал в мясомолторге сварщиком. Целое лето его не забирали, никуда не вызывали. 14 сентября его уже забрали совсем. И вот пошло это самое следствие. Дальше не знаю. Я как мать, он как совершеннолетний был, я не присутствовала нигде. Когда дали им слово всем, они сказали, все отказались, что Максимова с нами не было. Никто не признал вину свою. Явка была с повинной. Явка с повинной, сами все понимают, как она выбивалась. В то время был синяк под глазом, но он не обращался якобы в санчасть. У самого несовершеннолетнего, которому было 14 лет. Также он был изнасилован. В чем заявляли адвокаты на суде? Ну, не знаю. Было там расследование этого изнасилования. Без понятия я уж. Так как я все судебный процесс находилась в коридоре. 15-го года сын мне написал, мама, говорит, меня вывозят в город Сыктывкар, что по какому-то делу какого-то гражданина Трофимова нашли, ДНК все совпадает с ним, так как приходил следователь, с города Мурманска приезжал, допрашивал его. Далее уже меня, говорит, привезут в Сыктывкар. 23 октября его вывезли, в ноябре привезли. И вот далее уже ждал он Севкова, следователя. Я наняла адвоката Чистякова. И дальше вот все это пошло. Дело 15-го года, это о чем? Дело 15-го года. Некий Трофимов, гражданин, совершил аналогичное преступление, также с бабушкой. Сексуальные действия производил с ней.
Далее убил и сбросил с 5-го этажа. Вот. Но подробности эти я узнала уже по Юргану, по программе «Криминал», из программы «Криминал». Далее хотела включить интернет, но с интернета уже убрана эта видеозапись вся. Он уже осужден. 13 апреля приговор был ему. Дали 20 лет. И генетический материал на обоих жертвах один и тот же? Один и тот же. Один и тот же. Скажите, а как получилось, что 5 человек, они все признали вину, добровольно, добровольно? Сначала показания совершенно другие были. Совершенно. Вот за лето, пока это самое шло следствие, уже стали давать, ну как бы явка с повинной у них. Потому что я понимаю, и каждый гражданин, который там уже сталкивался с этим, он знает, как там все это проходит. Ребята все рассказывают своим матерям. Есть камеры, в которую запирают и дают.